переехали в Крым в 1977 году. Я закончила школу. Мы жили еще без прописки, и вот заняться тем, чем вот с юности, с детства мечтала, не получилось. И поэтому как-то так вот сложилось, что я пошла по экономической стезе. Моя вот эта творческая натура, она всю жизнь сопровождала меня и вот привела меня к логическому завершению. То есть она во мне не спряталась, а просто привела меня вот к тому, чем я сейчас наконец-то занимаюсь с огромным удовольствием. То есть это стало вторым смыслом моей жизни после семьи. Меня настолько поражали эти наши вещи, предметы нашего декоративно-прикладного искусства, просто вот на уровне вот, энергетическом, вот, просто создается вот такое, вот как зов предков. Но я боялась, я знала, что есть мужские знаки, есть женские, есть законы, которые нарушать нельзя. Если ты их нарушишь, то, во-первых, не будет гармонии, не будет смысла, и они не будут работать, эти орнаменты, эти работы. Поэтому я искала людей, которые меня смогут научить этому темельнен, основательно. Крымско-татарская вышивка, она дает импульс к пробуждению исторической и генетической памяти. То есть просто так ханымызда олмақ кереку. В нашей семье сохранилась марама моей прабабушки. Она владела многими техниками крымско-татарской вышивки, и двухсторонней, и махлама. Ну, сохранилась только вот одна работа ее. В свое время она подарила ее Озын Худасына бағышлаган. Это был конец 30-х годов. В начале 80-х Райми Битам, которая вышила эту работу, Рахметлі Олда, и Фатиме Битам, она моей маме вернула эту работу. Мама говорит, Битаң тусолсын. То есть та прабабушка, для которой ее подарили, эту мараму, она ее смогла вывести в депортацию, взять с собой, сохранила все эти годы. Потом мама передала ее мне. И вот эта вот работа, она всегда вот, она для меня была вот, ну, как частичка моей души, вот как мотиватор того, что я крымская татарка, что у нас семья Ветанымызда яшай, и что нам надо что-то делать, чтобы вот эта вот связь между поколениями не нарушилась, не оборвалась. Это скрытая информация, это генетический код. Это вот предки говорят с нами через вот этот орнамент, если он правильный. И если ты к нему небрежно отнесешься, результат будет плачевный. У нас, конечно, не так много старинных изделий сохранилось, как хотелось бы. Немного, скажем так. Но то, что сохранилось, оно все равно позволяет дать людям представление об уровне этих работ, о высокой художественной наполненности. Вот вкус, какой был у наших мастериц раньше, да? Очень тонкое чувство прекрасного, цветовая гамма спокойная такая. Вот настолько вот реально орнамент был направлен на то, чтобы гармонизировать отношения между людьми. Вот вышивка, все эти символы, они направлены на это. То есть вся наша смысловая нагрузка наших орнаментов, это благопожелание, это пожелание добра, это пожелание гармонии, продолжение жизни, чтобы она никогда не прекращалась, продолжение рода. Пару лет назад сделала намазлых, который в 2018 году был у нас в музее, в нашем крымско-татарском. Его привезли РЭМ, Российский этнографический музей. Вот. И этому намазлыху было больше 100 лет, конец 19 века. Он был из войлока, вышивка хаснах. Вот он просто всех завораживал. Рядом была золотная вышивка, золотой штем, махлама. Но вот первым делом вот всех притягивал именно этот намазлых. Вот своей вот энергетика, намоленность вот это, понимаете? И вот эти орнаменты настолько вот неизбитые, да, и вот ты чувствуешь, что это оно, что это вот наша база, вот фундамент.
Вот этот фес, который на наши занятия принесла одна из учениц, старинный фес, жемчужный. Естественно, раньше это все был натуральный жемчуг, натуральные камни там были. Когда она его принесла, у нас просто у всех дух перехватило. Насколько была тонкая работа. И вот этот жемчуг, он настолько был мелкий, и еще в нем были отверстия, и еще через эти отверстия вышивала мастер. Все эти годы я вот все хотела, думала, я когда-нибудь вернусь, я когда-нибудь его сделаю. Хочу иметь такой фес, повторить его. Хоть и очень сложная работа, но настолько вот она вот по душе, вот настолько она как-то вот совпало желание и возможность. Меня поразило больше всего то, что, во-первых, очень интересный орнамент. Вот эти вот лилии. Вообще наш фес, орнамент по фесу традиционно, он должен идти по кругу, и он должен замыкаться. То есть не должен быть круг разорванным. Круг должен быть цельным, орнамент. И считается, что тепелек, верх феса, это уже обращение к Всевышнему, о защите, о помощи. То есть верх это для Аллаха, а круг вот этот это для жизни, скажем так, да. И вот меня поразило больше всего то, что в те годы, вот какой уровень был у наших мастериц, да, что они обладали вот такой технологией вышивки, как скульптурная вышивка, объемная вышивка. Вот сейчас она очень популярна, но ею немногие, конечно, владеют, немногие знают, да, именно объемная вышивка. А наши мастерицы этим владели еще тогда. В частности, жемчужные фесы, я вот читала у Заримы Хайретдиновой, что владелицы их обшивали обычной тканью, так, делали имитацию простого феса, невзрачного, скажем так, и таким образом они смогли его во время депортации забрать и вывести, иначе бы его просто им не дали бы. Они реально драгоценные, эти работы были. И вот многие фесы, если мы обратим внимание, вот особенно вот эти жемчужные с монетами, они же в свое время спасли целые семьи от голода. Люди отрывали по одной монетке, меняли их на хлеб, отрывали там какие-то камушки, которые имели ценность, а раньше-то камни были все натуральные в таких работах. И то есть просто эти фесы, они сохранили своим владельцам, семьям этим жизнь. Все это до поры до времени в Азии, на чужбине, оно в нас дремало глубоко-глубоко. А когда мы вернулись на родину, вот оно как зерно попало на благодатную почву, оно просто вот пошел вот ренессанс, вот реально пошел ренессанс, да, вот это все возродилось, очень много мастеров. И причем вот работающих, развивающихся, всех Айретте Халдралар восхищают вот это искусство, и эти традиции не дали им умереть, сохранили вот эти законы, и вот оно пошло развиваться. То есть оно мало того, что оно выжило, Аллаху шукур, и оно еще и развивается. Мне очень нравится делать вот вещи стилизованные, но с сохранением наших традиций. И вот что меня очень привлекает, вот почему говорят декоративно-прикладное искусство, да? Прикладное. Вот именно прикладная сторона – это то, что носибельно, то, что мы можем пользоваться каждый день этим. Вот эта сторона меня в нашем искусстве очень привлекает, больше всего даже, можно сказать, что привлекает. И я вот хочу в повседневной жизни, чтобы она присутствовала. Будь то в платье, будь то в пальто, будь то в сумке, будь то в обуви. Реально можно при желании найти всему этому применение в нашей повседневной жизни. Вышивка, она настолько вот, как медитация. Она человека очень успокаивает, она очень гармонизирует мышление. Все твои мысли, они настолько становятся спокойными, умиротворенными и такими высокими-высокими. Реально вот вышивка – это медитация. Оно как воздух необходимо мне. Вот я живу этим.